Большое спасибо за интерес ко мне, к книге. Меня зовут Марат Гатин. Я работаю в Казанском федеральном университете, преподаю историю Татарстана. И вот в рамках курса истории Татарстана одну-две лекции мы вот посвящаем истории Золотой Орды. То есть данная книга... Я очень благодарен татарскому книжному издательству, потому что татарское книжное издательство попросило как раз максимально просто написать книгу, которая была бы понятна наибольшему кругу читателей. И вот на основе тех лекций, на основе тех занятий была рождена эта книга. Она действительно небольшая, тут, если посмотреть, всего лишь 55 страниц, но вот я постарался вот максимально емко дать информацию по истории Золотой Орды. Как уже было сказано, здесь действительно это, можно сказать, вхождение в тему. Здесь я попытался осветить основные ключевые моменты, которые вот сами студенты задавали во время занятия. Да, то есть основные вехи политической истории, когда образовалась, например, Золотая Орда, потому что в сегодняшней науке ведутся споры до сих пор, и нет единого мнения, когда же все-таки возникло это государство. Имеют ли какое-то отношение современные татары к татарам средневековым, то есть к татарам 13-16 веков, потому что вы наверняка знакомы с тем, что эти споры, ну, по сути дела, не утихают до сегодняшнего дня, о культуре Золотой Орды, потому что существует такое стереотипное представление, что Золотая Орда – это государство, которое жило за счет других стран, занималось нападениями на другие страны, там, грабежом и так далее и тому подобное. Вот эти вот все, ну, здесь то, что я сейчас проговариваю, естественно, не все вопросы, которые отражены. Вот попытался кратко дать информацию о вот этих проблемах, которые интересовали студентов, потому что об истории Золотой Орды я уже сколько, ну, лет 20 точно рассказываю, и вот здесь вот сложилась информация, скажем так, емкая, как я уже сказал, что это все в рамках одной, максимум двух лекций, и вот это 1-2 лекции, они как раз стали основой этой небольшой книги. Потому что, как я уже сказал, современный читатель большие книги читать не совсем любит. Это, наверное, даже, ну, это объяснимо, да, то есть, как я уже сказал, адресат этой книги широкий круг читателей, потому что кто хочет, так сказать, подробно обратиться к истории Золотой Орды, есть книги академические, вышедшие и подготовленная Институтом истории имени Марджани. Вот есть 3-й том истории татар, есть Золотая Орда мировой цивилизации. Но простой читатель, наверное, ему будет очень тяжело это осилить, потому что книги там под 1000 страниц. Язык академический, то есть, ну, у каждой книги, можно сказать, свой адресат, то есть она в первую очередь, естественно, адресована людям науки. А здесь очень кратко, очень, как я уже сказал, емко дана информация о основных вопросах, основных вот проблемах золотоордынской истории. Но что еще сказать, что сам я в Золотую Орду пришел благодаря Миркасыму Абдалахадовичу Усманову, когда поступил в Казанский государственный университет. Начинал я все с проблем истории татарского народа 20 века, потом спустился в Казанское ханство и думал, что вот в аспирантуре буду заниматься историей Казанского ханства, но Касым Абдалахадович Усманов мне сказал, что лучше, если ты займешься Золотой Ордой. Дело в том, что в 1998 году я съездил в Германию, и вот учитывая то, что немного владею немецким языком, была вот поставлена передо мной задача, чтобы я вот изучил германский, немецкий опыт изучения Золотой Орды, потому что
наверное, не все присутствующие здесь знают, что первым ученым, что вот интересно, который вот начал заниматься историей Золотоордынского государства, это был австрийский востоковец Йозеф Хаммер фон Пургшталь, который еще в XIX веке написал на 1200 страниц такую большую монографию, посвященную истории Золотой Орды. Вот. И вот благодаря вот этому указанию защитил кандидатскую диссертацию по немецкой историографии Золотой Орды и татарских ханств. И вот до сих пор продолжаю заниматься вопросами, связанными с истории, культуры, источниковедения, историографии государств чингизидов. Вот на сегодняшний день мы с группой ученых, это следователи Высшей школы экономики, может быть, кто знает, Роман Юлианович Почекаев, потом вот Ленар Фергадович Абзалов, мой коллега из университета, который тоже вот Золотой Ордой занимается, и тоже в Таткниг издате он издавал книгу, посвященную канцелярской культуре Золотой Орды. И Ильяс Альфредович Мустакимов, который является ведущим научным сотрудником Национальной библиотеки Республики Татарстан. Вот мы сейчас занимаемся проработкой, исследованием источников в Иране. Вот есть Дастур Аль-Катиб, комплекс источников, который вот до сих пор в русскоязычный научный оборот по какой-то причине не введен. То есть здесь немножко буду нескромен, на это я указал я этим коллегам, потому что выдержки из этих источников, вот это Дастур Аль-Катиб, это сборник ярлыков. То есть у нас очень часто историки жалуются, что вот по истории Золотой Орды недостаточно большое количество источников, а здесь вот мы видим, что эти источники есть, то есть там более 200 ярлыков, то есть это просто потрясающе. Да? Вот мы пока перевели и проанализировали всего лишь 13, то есть нам точно жизни не хватит на это дело, так что здесь можно изучать и изучать. Это то, что вот с чем сейчас я, не только я, вот вместе с коллегами, Роман Юлианович Почекаем, Ленар Фергадовичем Абзаловым и Ильяс Альфредовичем Мустакимовым, вот то, что мы сейчас этим занимаемся. Так, ну это вкратце, наверное, что нужно сказать о себе, да, о появлении этой книги. Ну, интерес к Золотой Орде, да, почему вот у меня произошел вот интерес татарской тематики, интерес вот, Казанскому ханству, как я уже говорил, да. Вот я хотел, кстати, заниматься вопросами границ, то есть эта тема тоже достаточно актуальна, в науке еще пока не проработана, где проходили границы Казанского ханства, потому что те карты, которые даются даже вот в академических изданиях, они не указаны, к какому году они привязаны. То есть вот Казанское ханство, как нам известно, существовало ну, почти полтораста лет, да, но в разные периоды существования Казанского ханства территории они были разные. То же самое по Золотой Орде. Открываете любое издание и показана карта Золотой Орды. Но опять-таки привязки нет к какому периоду, потому что Золотая Орда, ну как любое государство, вот можете посмотреть, вот Золотая Орда существовала 3 века, за 3 века любое государство меняет территориальное очертание. Вы можете, вот хоть одно назовите мне государство, которое не изменило границ за 3 столетия, да, таких государств нет. Поэтому вот эта тема, она актуальна, что это и по Казанскому ханству, и ну, по Золотой Орде у нас все-таки здесь есть исследование Егорова Вадима Леонидовича в 1985 году издано. Ну, это все еще пока вот по Казанскому ханству это все актуально. Интерес был связан с тем, что это 80-х, конец 80-х, начало 90-х годов. То есть это, так сказать, национальное пробуждение, можно сказать, подъем национального движения и интерес к национальной истории. Особенно интерес к национальной истории государственности, да, то есть вот был всплеск интереса к Волжской Булгарии, всплеск интереса к Казанскому ханству, и вот большой потом интерес пришел и к Золотой Орде. Видимо, с этим было связано, потому что наверняка вы знаете, что отношение к Казанскому ханству, отношение к Золотой Орде тогда
Ну что ж, и сегодня тоже оно в целом носит негативно, ну, в лучшем случае нейтральный характер. И вот как бы чувствовал, что что-то здесь хотелось мне вот разобраться. Действительно все это так. Хотя понятно, что историография, почему некоторые люди историков не любят, потому что история, наука конъюнктурная очень часто, все зависит от той обстановки, которая складывается в государстве на тот момент. Потому что чистых историков, по большому счету, к сожалению, не так уж и много. Большинство историков, к сожалению, они либо осознанно, либо неосознанно, они вот пишут свои работы, исходя из той конъюнктуры, которая складывается на тот момент, когда вот создаются те или иные сочинения, те или иные труды, те или иные работы. Вот, нужно сказать о том, что термин «татар», он претерпел изменения в течение, по сути дела, более чем сотни лет. И здесь нужно понимать, что в разные периоды времени под татарами нужно было иметь в виду вот разных людей. Это имя, вот это слово «татар», потому что под ним в разные эпохи были разные совершенно люди. Сегодня это обозначение татарской национальности, а если брать в прошлое, то это не всегда обозначение этноса, очень часто это означение какой-то группы людей. Вот если мы будем брать ситуацию Великого тюркского каганата, да, то есть татары вообще не тюрки, это, скорее всего, здесь нужно подразумевать под ними иранцев, которые были наняты тюркскими каганами для того, чтобы здесь в тюркском каганате заниматься фискальными, административными делами. Да? То есть это даже вот отражено в работе Махмуда Аль-Кашгари, Диван Люгат ат-Турк, собрание тюркских наречий, где есть очень интересная поговорка. Сейчас я... «Татсыз түрк болмас, башсыз бөрік болмас». Вот такая поговорка там зафиксирована. То есть тат это подразумевается как раз-таки иранские администраторы, которые... То есть татсыз түрк болмас. То есть без тата, без татарина не может быть тюрка. Да? То есть вы должны понимать, что тюрки, они развивались, когда-то они были не совсем на высоком уровне. Наша же задача как бы помнить не о том, кем мы были, да, а о том, кем мы стали и становимся. То есть вот они вот двигались вперед, развивались. Но на тот период времени, конечно, иранская цивилизация, она находилась на совершенно другом уровне своего развития. И вот они использовали этих специалистов. Да, башсыз бөрік болмас, да, то есть как голова должна иметь вот шапку. Вот такое вот сравнение дано у Махмуда Аль-Кашгари. Потом ситуация меняется. Здесь нужно сказать о том, что вот если говорить кратко, то в китайских источниках татарами называли вообще всех северных соседей. Не все для них были без разбора татарами. Да, то есть, и мы даже, кстати, не можем сказать, они были тюркоязычными или монголоязычными. То есть вопрос, он открытый в науке. Ну, понятное дело, что в Татарстане все, большая часть исследователей склоняется к тюркоязычности этих татар, но те источники, которые есть, нам, наверное, полностью не позволяют говорить об их как тюркоязычности, так и монголоязычности. Потом ситуация меняется с периода Чингисхана, то есть в эпоху возникновения Великой Монгольской империи, монгольского государства и державы Чингисхана. Очень часто монголы себя выдавали за татар, и в этом смысле татары, термин татар, он приобретал значение политонима. Политонима, то есть вот если мы видим в источниках наименования татар, это не значит, что это этнические татары, хотя были и племена. Племя татар в Центральной Азии тоже было. Это, скорее всего, здесь нужно понимать всех представителей Монгольской империи. Вот когда говорят «Батый», татарский царь, Батый с этнической точки зрения точно не татарин. Да? Когда есть даже упоминание Чингисхан татарин, да, вот сейчас же в Казахстане есть
как бы идея, что Чингисхан это казах, да, это мы можем тоже взять на вооружение и говорить, что вообще Чингисхан не казах, а татарин. Но это шутка, естественно, то есть здесь подразумевается, опять-таки, это политическая принадлежность. Если же брать ситуацию эпохи Золотой Орды, то здесь термин татар, он тоже не этнический, он скорее играл роль соционима, то есть обозначал представителей военнослужилой знати. Это были, как правило, воины, в том числе, кстати, этнические русские были татарами. То есть это, опять хочу подчеркнуть, это не этническая характеристика, не религиозная, не конфессиональная, а вот социальная. Да? То есть школьные учебники, если взять, в школьных учебниках есть понятие Неврюева рать, есть понятие Дюденева рать, но никто не пишет про Федорчукову рать, потому что Федорчук – это русский человек, который подавлял Тверское восстание 1327 года. То есть здесь как бы не согласуется с теми идеями, которые закладываются в школьных и иногда даже и вузовских учебниках. И вот эта традиция, когда татары играли роль социальной группы, она продолжается и дальше. То есть, если брать вот историю казахского ханства, то есть татары это опять-таки представители верхушки общества. То есть это, грубо говоря, чиновничество, ну и в первую очередь, это, конечно же, воины. Да, вот мы вот иногда любим дискутировать с соседней республикой, да, то есть у нас главный козырь, что вот понятие башкирец – это социальная категория, не этническая, а социальная. Здесь примерно то же самое. Татарин, ну немножко назад, если отматывать, это тоже была социальной категорией. Да, вот. Поэтому, как они сами себя называли, сказать сложно, хотя вот если брать ситуацию чуть позже, в основном-то в источниках у них было мусульманское самосознание и булгарское, кстати сказать. Почему? Потому что, ну, если вы мусульманин, то татарин не очень хороший человек. В каком смысле? Потому что татары, они уничтожили халифат. Багдадский халифат в 1258 году. Это большая травма для мусульманского мира. Может быть, кто-то из вас был в исламских странах. И если вы там себя скажете, что вы татарин, вы их очень расстроите. Потому что татары – это синоним варварства. Это не работает с Турцией. С Турцией все нормально. В Турции вы сразу же будете зачислены в крымские татары. А если говорить об арабских странах, говорить об Иране, то татары – это те люди, которые вот разрушили багдадский халифат, и он прекратил свое существование, аббасидов, да. И поэтому это все прекрасно знали местные, поэтому у них вот было в первую очередь мусульманское самосознание, да, и в том числе вот и булгарское самосознание. Ну, потом ситуация меняется. Почему? Потому что это связано с взаимодействием. Ну, я очень схематично все это объясняю, конечно, тут за 10-15 минут. Потом ситуация меняется, потому что здесь нужно помнить, что местное население взаимодействовало с русским государством, а русское государство воспринимало это все как татар.